Китайские разведчики, желая навредить репутации турков-уйгуров, укрывшихся в разных странах, спасаясь от преследования Китая, заставили некоторых уйгуров в Англии стать шпионами за ежемесячное жалование $8 тысяч. Согласно записям телефонных разговоров, полученным британским СМИ LBC, подозреваемый китайский охранник шантажировал уйгура. Мужчина, пожелавший назваться Арманом, рассказал LBC, что китайский офицер попросил его разведать и доложить, кто присутствовал на акциях протеста и собраниях уйгурской общины Великобритании. Ему также велели записать имена уйгурских беженцев, с которыми беседовали журналисты, и выяснить, какие планы уйгурских групп. Члены британского парламента утверждают, что Эркин Тунияз, марионеточный губернатор Китая в Восточном Туркестане, который хотел посетить Англию, был обвинен в совершении преступления геноцида и поэтому должен быть арестован. На прошлой неделе, по сообщению британской газеты Independent, министр иностранных дел Лео Дохерти якобы должен был наказать марионеточного чиновника, не дав ему визу или распорядившись об аресте на таможне по просьбе и жалобам депутатов парламента. Власти Китая раскритиковали слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что они могут поставлять России оружие для войны в Украине. «Мы все больше обеспокоены тем, что Китай будет оказывать смертоносную поддержку России в войне», заявил генеральный секретарь НАТО на совместной пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. 22 февраля Япония и Китай провели первый за 4 года диалог по вопросам безопасности. Выступая на совещании, которое состоялось в Токио и продолжалось около 3,5 часов, заместитель министра иностранных дел Японии Шигео Ямада отметил, что обеспокоен усилением военной активности Китая в водах региона. Заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун выразил озабоченность своей страны в связи с обновленными в прошлом году документами по оборонной политике Японии и ее позиции по Тайваню. В ходе переговоров стало известно, что стороны договорились поддерживать общение в целях установления конструктивных и стабильных двусторонних отношений. В Москве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с директором Центрального комитета по внешним связям Коммунистической партии Китая Ван И. Выступая в начале встречи, Лавров констатировал, что отношения между Россией и Китаем развиваются поступательно и динамично. Президент России Путин, встретившись с Ван И, отметил, что отношения между двумя странами развиваются во всех областях и сказал, далее цитата, «Отношения между Россией и Китаем продолжаются, как мы и планировали в предыдущие годы. Все устремлено в будущее, и мы оставляем позади новые вехи». Конец цитаты. Сообщается, что Мета, владелец Facebook, Instagram и WhatsApp, планирует уволить еще 1000 человек. Согласно новостям Washington-Post, по этому вопросу, основанным на анонимных источниках, было отмечено, что Мета готовится к реструктуризации и процессу сокращения, который может затронуть 1000 человек.